этой сессии будет рассматриваться несколько важных законов в экономической и бюджетной политике. Важный закон внесен временно исполняющий главы Республики Коми, проект закона будет рассматриваться на этой сессии о введении оснований для применения отсрочки или рассрочки при уплате региональных налогов. Это достаточно такое новое для нас новое направление, что какие-то основания. Если предприятие работает в моногороде, если предприятие работает в определенных отраслях, это лесная промышленность, это добыча полезных ископаемых, то сегодня государство дает возможность сделать передышку на уплату региональных налогов. Региональный налог – это транспортный налог, налог на имущество. Мы предполагаем, что данным законом все-таки у предприятий, которые располагаются в моногородах, будет возможность распределить свои средства, особенно если это предприятие, где определенные есть сезонные поступления денежных средств. Поэтому мы рассчитываем, что предприятия, еще раз скажу, в моногородах, они получат определенную передышку и возможность поправить свое экономическое положение. Два проекта закона будут рассматриваться о системе капитального ремонта общедомового имущества. Для наших жителей важные следующие моменты. Будет введен гарантийный срок на работы по ремонту общедомового имущества. Срок достаточно жесткий, это 5 лет. Обычно даже при новых стройках гарантийный срок всего 2 года, а здесь будет 60 месяцев. Ну, что это означает? Если подрядчик капитально отремонтировал кровлю, то, соответственно, в течение 5 лет он должен следить за ней, и чтобы она все-таки служила свой положенный срок. Тоже еще один важный момент. Законодательно сейчас закрепляем, что не будут производиться взносы и не будет производиться капитальный ремонт по этой системе аварийных домов и домов так называемой заблокированной застройки и заблокированной системы. Это дома в основном в наших поселочках, многоквартирные дома, 4-квартирные, 6-квартирные. Ранее с помощью методических рекомендаций органы местного управления исключали эти дома и так, но теперь законодательно мы это закрепляем, так как нам федеральный законодатель на это указал, и в том числе наши надзорные органы. То есть, к сожалению, это может быть не очень для нас хорошо, но дома блокированной застройки сегодня система капремонта, они исключаются. И два, скажем так, федеральных проекта, и связанных с поддержкой федеральных проектов. Первое, это продолжается дискуссия по применению социальной нормы на электроэнергию. Фактически 3 года эта дискуссия ведется, и вы знаете, что в конце января Дмитрий Анатольевич Медведев уже дал указание все-таки пересмотреть. И мы еще раз обращаемся к федеральным нашим структурам, чтобы дали право регионам применять эту социальную норму на электроэнергию, либо не применять. Мы рассчитываем, что все-таки наши федеральные законодатели позволят нам это сделать. И в случае, если это будет, то мы уже с депутатами и глава республики будем решать. Пока позиция депутатов, что все-таки не применять социальную норму на применение этой электроэнергии. Мы считаем, что это вызовет, к сожалению, социальный взрыв. Ну и последнее, в адрес Госсовета поступил федеральный закон, и мы на этой сессии планируем его поддержать, о том, чтобы видение субъекта, видение нашего региона дали возможность управлять, работать, эксплуатировать, развивать посадочные площадки нашей гражданской авиации. Сегодня по закону субъект имеет право заниматься только аэродромами, аэропортами. К сожалению, посадочные площадки у нас, скажем так, выпали. Таких посадочных площадок более 100. По системе развития авиации они ремонтировались, ими занимались, но в то же время их законодательство фактически не выпали. Это Усть-Илимский район, Печора, Ухтыл, город Дынта. Поэтому если законодатель федеральный нам даст эту возможность, мы сможем направлять и средства на обслуживание и ремонт этих посадочных площадок, которых, еще раз скажу, более 100 на территории нашей республики Коми. Это посадочные площадки как для вертолетов, так и для авиации моторной, скажем. Что касается вот налоговых каникул, какое количество предприятий под них подпадает и, собственно, срок, который отсрочка дается? Срок до года, до 12 месяцев предприятие подпадает. Там есть эти условия. Это достаточно крупное предприятие, активы должны быть, общие активы предприятия должны быть не менее 250 миллионов рублей, то есть это достаточно среднекрупное предприятие. Ну, моногорода и, скажем, муниципальное образование, вы понимаете, что это Усть-Илимский район, поселок Жешер, это город Емва, Межпогодский район, город Дынта, поэтому, собственно, круг достаточно
заслуженно.